Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн бизди конокко Москва экономикалык институту чакырды. Кыргыз жарандарды, мекендештерди жогорку жайга орноштуруу боюнча. Азыр толук маалыматты ичине киргенде көрөбүз. Мы реализуем программы высшего образования как уровня бакалавриат, магистратура, у нас есть аспирантура, то есть можно карьерный рост, научную деятельность. С этого года мы открываем новый профиль топовых для психологов, это коучинг. У нас есть экономика, для всех есть бухгалтерский учет. У нас есть в экономике другой новый профиль – бизнес-аналитика. Наш институт участвует во множестве мероприятий федерального уровня, московского уровня и сам проводит разные дела, в том числе и научно-практические конференции. Я знаю, что вы люди образованные, у вас очень много интересных людей с прекрасными педагогическими идеями, с хорошей научной подготовкой. И я думаю, что это сотрудничество для нас очень важно. Наш колледж был образован только в 2016 году. То есть нам сейчас 6 лет. Этот год у нас идет 6-й. У нас 16 специальностей. Есть IT лаборатории 6 и 9 студий видеозаписи и балетных классов. По форме обучения очной, очно-заочной, заочной, с применением дистанционных технологий. Мы готовы развиваться, мы готовы работать под ваши запросы. Сейчас мы сотрудничаем с Центром занятости населения и реализуем такие интересные программы, как и Архивариус, Флорист. Мы получаем огромное количество положительных отзывов, благодарности за такое интересное обучение. И мы все время развиваемся и идем на пути к успеху. Я являюсь международным экспертом и менеджером компетенции, тренирую детей по данному направлению, по фармацевтике. Да? Соответственно, у нас все программы выстроены, практика ориентированная. То есть в чем особенность вообще программ ДПО? Всю теоретическую информацию вы получаете так же, как вам уже озвучили, на платформе InStudy, а практические навыки вы тренируете непосредственно на площадках. Площадки также у наших партнеров и в наших зданиях. Вот у нас на сайте представлены все программы, которые у нас сейчас работают. Хочется все-таки, когда наши граждане поступают, лояльное отношение к приему комиссии. Потому что все-таки в Кыргызстане официальный язык считается русский, но многие кыргызстанцы, в особенности, где живут в селах, допустим, для них затруднительно говорить русской речью, да, скажем так. Большая просьба. Давайте мы повсеместно скажем кодовое слово диаспора, либо кыргызская диаспора, либо кыргызская община. То есть вот эти несколько пароль, скажем так. Но вы будете знать, что людей вы встречаете чуть ли не с красной дорожкой.